И таким образом, вот археологическая эпоха, сама идея археологической эпохи, изучение, то есть создание ее структуры и изучение структуры привело как раз вот к тому, что выстраивается, то есть там, если вы помните, линия была одна, а вся история развития человека представляет собой непрерывный процесс, но рваный каждый раз ее составляющие. И в результате непрерывный процесс развития материальной культуры, непрерывный процесс развития человечества, который состоит из 7, как правило, вот из 7 этапов его эволюции. В течение каждого этапа эволюционного меняется уровень сложности организации и самого человека, и его продукты, его материального производства, социальной организации и духовной культуры. Вот, собственно, это вот так, как должно было бы быть. И каждый следующий этап отличается от продолжительность каждого следующего этапа от предыдущего, отличается ровно на величину золотого сечения 1,618 и так далее. Вот все, пожалуйста. Синхронизация этих процессов привела к тому, что историю человечества, вот, опираясь на ряд Фибоначчи, можно представить в виде вот такой вот вещи, и это называется вот гипотеза канделябра. Вот историю развития в виде канделябра представляют очень часто. И я сделала то же самое. Но у меня не куски, а целиком получилось все развитие человечества от момента появления того, который способен стать человеком, до проявления человека современного на уровне 5-го тысячелетия до нашей эры, согласно библеистике.